Так, запись началась у нас. А, Вчера у нас была такая практика, да, небольшая, сегодня продолжение. Мы говорили, да, создадим первый экран в фотошопе. Перед тем, как создавать, я вам покажу, как мы смотрим сайты, да. Я вам отправляла в самом первом уроке разные источники, где мы смотрим, но среди них, получается, был такой сайт, как eWords, в списке, да. И мы говорили, что многие дизайнеры, также студии стремятся получить эту как бы номинацию, да, сайт дня, сайт месяца и так далее. Мы говорили, что мы смотрим эти сайты, да, но на начальном этапе эти сайты, они супер такие, у них сложная композиция, сложные сетки и так далее. То есть, когда мы смотрим эти сайты, мы больше берем больше вдохновения, чем применяем эти приемы на своих макетах, потому что а, потом, когда вы уже научитесь именно композицию уже на ходу составлять, будете знать типографику, тогда вы можете его применять. Но на начальном этапе я рекомендую их не использовать. Но что мы смотрим, да, чтобы мы брали примеры для наших сайтов. В тех источниках, которые я вам кидала, был среди них Landbook. Тут уже больше такие, так скажем, уже более простые сайты, но в то же время они красивые и решают как бы задачу, да, пользователя. В то время как в Words много анимаций, много таких космических вжухов, да, и анимаций, в ноутбуке анимации более простые, но это самое то, что нам на начальном этапе надо. Вот, например, как мы видим сайт, да, есть все элементы интерфейса, заголовок, картинка, и все как бы стоит на своих местах. Вот, например, да. И поэтому я советую вот смотреть лендбуки, либо мы уже как все пользуемся, да, в Пинтересте тоже смотрим, тут прям поиск отлично работает. Так, теперь с источниками определились, потом мы открываем Photoshop и создаем наш первый экран, либо первый макет на 1240. Высоту давайте сразу сделаем. Ну пока нам хватит, мы первый экран будем делать. И создаем. Так. Так. Я, видимо... Да, простите, ребят, я демонстрацию не включила и вам говорю. Хорошо, что заметила. Так, все, теперь видно. Сори, я, видимо, еще не проснулась. Так, ну о чем я говорила, да, собственно, сейчас я покажу, о чем я говорила. Это eWords. То, что я говорила, мы здесь больше вдохновляемся, тут анимации, да, крутые, космические. И на начальном этапе мы стараемся не брать отсюда примеры. Говорила о том, где мы берем. Давайте закроем eWords, да. Мы просто здесь смотрим сайт дня. Где мы берем, это Landbook. Вот я говорила, например, вот страница, да, заголовок, картинка у нас стоит справа, элементы интерфейса, логотипы, пункты меню, все на своих местах. Композиция собранная, вот, например. Казалось бы, да, тоже красивый, но вот приемы простые, то есть композиция простая, но в то же время они выполняют задачу конкретную. И тот же Pinterest, да, как мы умеем, ищем в поиске нужный нам сайт, нужного цвета, и вот тебе. Теперь мы создаем, получается,
Так, в Photoshop открыли, значит, как мы умеем. Ну, давайте я еще раз открою, его закроем. Создаем на 1240. Тут все настройки смотрим. Ну, мы уже много раз создавали. Дальше мы просто создаем сетку на 12 колонок, средних 20 должно быть. Средник — это расстояние между колонками, как мы помним. Теперь просто увеличиваем размер холста на 1440. Теперь вот у нас есть макет, так скажем, пустой. Чтобы создать первый экран, мы выбираем прямоугольник. Так, давайте вот так сделаем. Я писала, что приходите те, которые не смогли установить Photoshop, да, и которые будут делать впервые вообще дизайн. И для этого, у кого, например, Figma, как вы создаете артборд, пустой макет, да? Мы еще с вами ознакомимся с Figma, ознакомимся со всеми кнопочками, где что находится. Но самый, получается, первый шаг в Figma, как создавать макет, это мы переходим в фрейм, так называемый. Его можно вызывать через клавишу А, то есть Artboard английское, либо через вот это меню фрейм. Когда вы на него нажмете, вы можете в рабочей области уже создавать любой ваш размер, либо, вот мы удалим, либо у нас справа есть варианты, которые предлагает Figma. Это у нас телефон, iPhone, то есть телефон, планшет и компьютер, десктоп. Есть еще для презентации, есть даже часы, бумага, да, для распечатывания бумаг, социальные сети разные, Инстаграм, вот размеры тоже бывают. И тут еще какие-то Figma комьюнити. Сейчас нам нужен десктоп, да, компьютер, ноутбук. И мы выбираем, вот первый у нас выходит размер 1440 в ширину. Второй размер — это уже высота. Но там мы уже сами корректируем. Итак, у нас есть, значит, Figma Artboard. И как мы в Figma создаем сетку? Мы, значит, выбираем наш Artboard frame и нажимаем на Layout Grid. Тут есть плюсик, вы на него нажимаете. И как мы с вами проходили на уроке сеток, у нас выходят такие... Помните, мы с вами обсуждали, что бывает колоночная сетка, да, модульная сетка, которая еще и вертикальная. Его тоже используют дизайнеры, но в большинстве случаев используют колонны, да. И когда вы нажимаете на вот квадратик, тут выходят настройки именно этой сетки. И здесь стоит грид, вы нажимаете на колонны. Теперь дальше что мы делаем? Мы знаем, что нам вот сколько колонок, да, нам нужно. Мы знаем, что нам нужно 12 колонок. Теперь мы не забываем, что у нас в Figma ширина 1440, а мы создавали в Photoshop на 1240. То есть в этом случае она на всю ширину, а нам нужны уши. И поэтому как мы можем это как бы рассчитать, да? Гаттер — это межколоночное расстояние, 20 стоит, она нам подходит, потому что мы 20 ставили в Photoshop. А вот margin — это как раз-таки расстояние по бокам. И можем просто по математике, да, рассчитать, что 1440 минусуем 1240, остается 200, да, 200 делим на 2, чтобы по бокам были. Соответственно, у нас должно быть по бокам 100 пикселей. Нажимаем Enter, и вот у нас сетка готова. Выходим из этого настройки сетки, и у нас с вами перед нами артборд, который на ширину 1440, а сетка на 1240. Готово. Тут вы также можете выбирать, получается, вот это создание фрейма. Второе — это какие формы вы хотите создать. Это вектор,
можете также рисовать текст, перемещение и комментарии можно вставлять еще в фильме. Для того, чтобы создать первый экран, вы так же, как в Photoshop, выбираете прямоугольник и рисуете вот таким образом. В фигме достаточно просто это рисовать. То есть есть подсказки, которые говорят, что вы уже на границе арtboard. Видите, красные такие подсказки. И оно больше, более быстро движется, да, смело, чем в Photoshop. Ну ничего, мы вернемся потом к нашему... Так, кто-то хочет что-то сказать. Имя тут не написано? Видимо, случайно подняли, да? Так. Все, мы в фигме создали первый экран, то есть первый прямоугольник. Те, кто делает в фигме, продолжите в фигме. Мы вернемся в Photoshop, потому что первое домашнее задание мы делаем в Photoshop. В Photoshop мы также создали сетку, также выбираем прямоугольник и создаем высоту и ширину первого экрана. Мы можем следующим образом создать, тут задавая размер на 800, да, как мы говорили. И перемещаем его. Смотрите, когда у вас, например, прямоугольник стоит вот в таком положении, вы можете его подвинуть. И тут также есть подсказки такие красные, когда у вас на границе реборда. Все. Мы еще забыли с вами закрепить направляющие, чтобы они никуда не уехали у нас. Просмотр, закрепить направляющие. Дальше обводку убираем у прямоугольника. И давайте, например, мы создадим с вами первый экран. Мы говорили, что мы создаем портфолио, да, сайт. Давайте это будет портфолио студии именно дизайна, Digital Studio. Что мы делаем? Я покажу несколько вариантов, как мы можем создавать первый экран. То есть, когда у нас композиция слева текст, справа картинка, когда у нас посередине текст. Давайте начнем, когда у нас посередине текст. Для этого мы ищем картинку. Я люблю искать его в Unsplash. Когда вы ищете картинку, да, как мы уже говорили, мы не ищем такие стоковые картинки, да. Стоковая картинка – это, знаете, понятие такое, которое уже приелось людям. Ой, стоковая картинка. Знаете, такие банальные картинки, вот популярный дядя, который во все зубы улыбается. Это вот примеры того, как могут выглядеть стоковые картинки. Ну, такие неискренняя улыбка, да, вот, так что таких изображений избегайте. Так. Мы ищем живые картинки, которые мы можем видеть в реальной жизни. Давайте будем искать, допустим, бизнес-ворк людей. Я хочу найти студию, которая вот просто с людьми, которые работают. Напишу таким образом. Как я говорила на уроках, что для первого экрана картинка, да, поиск картинки может занимать до нескольких часов, потому что первые эмоции, которые пользователь получает, оно идет от первой картинки. И поэтому не надо лениться, а именно искать хороший вариант для первой картинки. Но так как у нас мы сейчас не сможем, да, часами сидеть искать,
мы какие-то варианты выберем. Вот то, что я говорила про живых людей, да, то есть, ну вот мы в жизни видим, как мы вот так люди общаются, и это больше похоже на реальность, да, чем вот мы видели с вами в стоковых картинках, когда прям на камеру явно улыбаются, да, то есть пользователи очень, ну, как бы понятно будет, да, и поэтому мы постараемся искать именно такие картинки. Ну, давайте, нет, не его, а какой-нибудь. Тут уже вы на вашу фантазию, на ваше усмотрение ищете картинки. Давайте не будем искать много, и вот это выберем. Немного угрюмо, конечно, но это моя боль, когда у меня проекты, я могу часами сидеть, перебирать картинки, я не могу никак себя. Иногда для проектов нужно срочно, а я могу сидеть долго искать картинку. Давайте вот этот возьмем. Вот, скачивайте, да, скачивание бесплатно. Теперь вы скачали, значит, свои документы, да, в свой проводник. Далее вы открываете Photoshop и из Finder, это в Mac, да, либо у вас если Windows, из документов вы просто перетаскиваете картинку. Все, у нас картинка есть. Теперь, чтобы эта картинка оказалась внутри этого прямоугольника и не выходила за границы прямоугольника, мы правой кнопкой мыши отсюда нажимаем на «Создать обтравочную маску». Теперь она внутри прямоугольника. Так, надеюсь, у вас блокнот рядом, который по дизайну. Пишите туда на горячие клавиши, которые я сейчас буду говорить. Давайте я открою горячие клавиши, и чтобы сейчас. Вот сейчас внутри прямоугольника мы можем вот так подвинуть его. Все. Теперь, чтобы нам объединить эти два слоя, у нас есть картинка и прямоугольник. Мы нажимаем Ctrl и выбираем на прямоугольник. И у нас выбирается два объекта. Вы поняли, да, какой Ctrl я имела в виду? Горячие клавиши Photoshop. Сейчас я вам покажу, чтобы нагляднее не было видно, чтобы вы сразу записали.
Вот. Зажали, значит, вот Ctrl и выбираете именно объекты. Нажали Ctrl и выбираем объекты. Выбрали два объекта, нажимаем Ctrl-E, английское E. Так, секунду. Ага, вот. Нажали на майке Command-E, либо Ctrl-E, и у нас объект, он теперь находится, он объединил объекты. Дальше что мы делаем? Нам нужен текст. Выбираем текст. И, допустим, нам нужно на 5 колонок. Выбираете 5 колонок прямоугольником, так просто перетаскиваете, как будто рисуете прямоугольник, да? И у вас теперь за границы этого прямоугольника, который вы нарисовали, текст не выйдет. Теперь давайте поищем какой-нибудь текст. Также можем поискать разные Digital Studio. Адекватный креатив, технологичные решения. Давайте его и напишем. Теперь мы видим, что текст не читается на яркой картинке, да? Что мы можем делать в таких случаях? Пока оставим текст, мы вернемся к нашему слою с картинкой. И вот правой кнопкой мыши есть у нас самый первый параметр, это параметр наложения. Нажимая на него, мы можем менять разные оттенки именно этой картинки. Вот если мы выберем тень, параметр наложения, хотим, например, наложить цвет. Вот наложение цвета делаем. И справа мы можем менять, какой цвет мы хотим наложить. Чтобы у нас белый цвет читался, мы должны наложить темный цвет и убрать его непрозрачность. Таким образом. Вот у нас уже текст читается, поэтому побольше сделаем. И нажимаем ОК. И уже внизу именно вот этого слоя появляются эффекты. Эффекты наложения цвета мы сделали. Теперь давайте поработаем с кнопкой, то есть с текстом. Когда мы возвращаемся, нажимаем, то есть выделяем текст, мы переходим на редактирование текста. Мы видим, что вот так вот некрасиво сверстался текст, именно буква одна наверху осталась, одна внизу. Поэтому мы прямоугольник, который рисовали, уменьшаем его. Так, уменьшаем, и он, видите, уже вниз уходит. Мы видим, что так мы не сможем сделать. И делаем таким образом. Наоборот, увеличиваем. Увеличиваем, и вот где креатив, нажимаем Enter. И у нас на 2 строки. По высоте тоже можем уменьшить, потому что мы написали на 2 строки. Выделив
весь текст, можем менять параметры текста. Отсюда мы можем выбрать, какой шрифт нам нужен. Давайте это будет серо. Я думаю, он был у вас в списке шрифтов. Выберем для него начертание. Bold, пускай будет. И давайте увеличим его не 60, а, допустим, сколько? 72 пускай будет. 72. Помним, да, что мы тут ставим, не показывать не ставим, ставим резкое, либо четкое. Так, и нажимаем ОК. Так как у нас мы хотим композицию сделать текст посередине, делаем выравнивание по центру текста. Можно делать по левому краю, но мы сейчас еще пойдем это. Все, окей. Теперь мы его просто выравниваем касательно вот колонок и касательно текста. Видите, красные линии розовые такие, они помогают вам, подсказывают, что вот тут вот оно стало ровно посередине. Сюда и ставим его. Теперь нам нужен логотип. Как мы делаем логотип? Для начала, пока вы не будете работать с разными формами, да, можно взять какой-нибудь текст. Пускай это будет Eclipse. То есть, если у вас вы затрудняетесь, да, с разными текстами, какой ставить, либо именно контентом, вы можете брать из других сайтов, перемешивать их. Это нормальная практика. Так, мы придумали логотип. Так, сразу уменьшим текст логотипа и напечатаем. Так. Так, он у нас куда пропал. Так, давайте заново выберем текст, чтобы логотип распечатать, напечатать. Это что же это такое? Угу. Напишем название, выделим его, как мы помним, он белого цвета, поэтому не видно. Сделаем 36. Так, куда он делся? Вот он. Поставим его на место логотипа. И давайте, как мы можем работать с логотипом. Выделим его и поставим ему, когда вы нажимаете на эту иконку папки рядом с текстом, оно вызывает именно настройки шрифта. И давайте сделаем для логотипа не с прописными буквами, а заглавными. Для этого мы вот в этих настройках включаем третью иконку. Оно делает все заглавными буквами. И когда мы с вами говорили про шрифт, говорили, что когда у нас заглавные буквы, мы увеличиваем трекинг. Да? Трекинг – это расстояние между буквами. Давайте его сделаем положительным. Можем сделать 25, даже 60, 50 или 75. Это нужно для того, когда заглавные массивные буквы лучше читались, чтобы был воздух между буквами. Так, пускай будет белого цвета, и уберем начертание не bold, а medium. Угу. Теперь просто перемещаем его, чтобы он
не уходил, да, за границы колонки, а стоял ровно с колонкой. Так, чуть-чуть поменьше сделаем, увидим, что он большой. Ага. И поставим вот сюда вот. Мгм. Вот достаточно минималистичный логотип получился у нас. Теперь нам нужно пункт меню. Также мы выбираем наш текст и печатаем пункты меню. Это, давайте, чтобы быстрее было, просто посмотрим вот туда, о компании. Мгм. Теперь у нас мы видим, что настройки логотипа сохранились, да, и он теперь другой. Чтобы теперь мы для менюшек составим стиль. Выделяем также и вызываем опять настройки шрифта. Давайте сделаем чуть поменьше, 24 пускай у нас будет. Так, пускай он будет заглавными, но чтобы трекинг был поменьше, потому что для логотипа, если он такой изящный получился, то для меню давайте немного уменьшим трекинг. Можем даже вот 5 сделать. Хочется еще поменьше сделать. Угу. И так, в принципе, все. Теперь перемещаем его. Пока можем не перемещать, давайте напишем несколько, да, пунктов меню. Как мы можем вот так копировать? Есть несколько способов. Вы зажимаете Alt и зажимаете Shift. То есть вы можете зажать Alt и копировать его в любое место, а Shift нам нужно зажимать вместе, да, с Alt, чтобы он никуда не уезжал, чтобы мы ровно копировали его. Вот зажали Shift и Alt, и мы его копируем вот так справа. Теперь что там у нас было? Услуги и кейсы, да? Ой. Услуги. Кейсы. Блок контакты, и хватит нам. Так. Угу. Достаточно. Я бы еще уменьшила размер. Ну да ладно. Теперь смотрите, как мы можем выбирать объекты, да? На отборде вы можете выбирать, получается, вы нажали на компании, зажали Shift и дальше выбираете вот услуги, зажали Shift, кейсы, блок, контакты. Это что касается первого, как вы можете делать. Либо вы можете выделять их именно в слоях. Вы можете выбрать, тут есть тоже два варианта. Вы можете выбрать all компании, зажали Ctrl и нажимаете поочередно, да, на свои объекты. Либо вы можете Shift, нажали первый, зажали Shift и нажали последний. И он выберет вам все элементы. Почему я выбираю? Чтобы у них выровнять, да, касательно друг друга, потому что вот тут у нас маленькое расстояние, тут большое. Для этого мы вот тут выбираем иконку «Распределить по горизонтали». И она у нас ровно стала, да? Теперь у нас они все выбраны. Давайте разместим его касательно, чтобы он был ровно по логотипу и не вот сюда вот разместим. Красная линия, опять-таки, вам помогает. Он говорит, что сейчас у вас нижняя граница меню
равна нижней границе логотипа, а нам нужно посередине сделать. Видите, он сделал посередине. Нам это подходит. Вот, теперь у нас есть меню, логотип, и у нас потихоньку композиция, да, выстраивается. Что мы можем добавить еще, да, в наш первый экран? Да, кажется, нам не хватает кнопки. Посчитать примерную стоимость. Тут какая кнопка? Давайте создадим свою кнопку какую-нибудь. Для этого, опять же, выбираем прямоугольник и создадим его, допустим, на 3 колонки. Все. Давайте настроим вот цвет на какой-нибудь. Отсюда вы выбираете вот где внешний вид, заполнить, нажимаете, и вот на эту палитру. Тогда вы можете выбирать цвет. Так, какой можно? Давайте будет он... Так, попробуем белый, как будет смотреться. Нет. Какой-нибудь темно-синий пробуем. Что-то не нравится. Смотрите, как вы еще можете выбирать цвет. Так. Вы можете здесь выбирать, либо смотрите, когда вы переходите в область артборда, у вас вот пипетка, да, называется. Пипеткой вы можете выбирать любой цвет из артборда. Допустим, давайте мы сделаем оттенок вот стула, да. Вот так мы выбрали оттенок стула и нажимаем ОК. И он вот так получился. Давайте вот такой, допустим. Таким образом вы можете менять тоже цвет. Его не видно, да? Видите, он потерялся. Так как у нас в макете, да, присутствует синий оттенок, пускай это будет такой ярко-синий. Да, пускай будет ярко-синий. Значит, знаете, как можно еще сделать? Вы можете сделать кнопку градиентом. Для этого нажимаете «Запомнить». Вот тут есть параметры градиент. И создаете градиент. Так. Угу. Давайте будет яркий, да? Фигму мы можем вручную настраивать. Нужно покопаться, чтобы вручную настроить. И наверху кнопки давайте напечатаем текст. Чтобы у нас много стилей не было, мы возьмем один пункт меню и просто Alt нажимаем и копируем его вот сюда, вот вверх кнопки. Сейчас у нас текст ушел сзади, он сзади кнопки, да? Как мы можем его перетащить, чтобы он был спереди? Мы просто перетаскиваем в слоях у компании копия, да, наверх прямоугольником. То есть где у вас будет находиться слой вот тут вот объект, там также будет вот тут вот. Теперь напишем сюда какой-нибудь сотрудничать, допустим. Сотрудничать. Теперь касательно вот между двумя объектами, как можно выровнять его. Допустим, у вас текст тут стоит, а кнопка вот тут, да?
Выбираете «Сотрудничать», также на артборде нажимаете Shift и нажимаете на кнопку. У вас выбрались два объекта, и вот эти иконки вам помогут распределить. Сначала мы хотим по горизонтали, чтобы было, потом по вертикали. Теперь он ровно стоит по центру. Теперь мы понимаем, что «Сотрудничать» не считывается, да? Выбираем на «Сотрудничать» и поменяем ему начертание на более жирное, bold. И чуть-чуть увеличим его. Делаем 20. Даже 24. Вот 20 нормально будет. То есть вы вот так крутите, смотрите, как будет лучше. Угу. Теперь, чтобы эту кнопку вам проще было двигать, вы выбираете «Сотрудничать» и прямоугольник, да, и нажимаете «Сгруппировать». Тут есть правой кнопкой мыши «Сгруппировать», либо нажимаете на сочетание клавиш Ctrl-G, английское G. Группа, теперь переименуйте его на кнопка. Потому что когда у вас будет большой проект, у вас будет очень много слоев, и вы должны в слоях тоже смотреть за порядком, да, чтобы вам потом было удобно. И удобно, чтобы было потом, когда вы передадите макет разработчику. Теперь мы можем сгруппировать менюшку, да, нажимаем на вот контакты, о компании, Shift зажали первый и последний, и у нас выбрались объекты. Также мы нажимаем Command-G либо Ctrl-G, группируем, и назовем его меню. Это у нас будет... Так, ну остальное можно и не делать. Теперь у нас уже кнопка, видите? Что же это такое? Видимо, в фотошопе он в слоях только загруппировался. Можем вот выбрать на кнопку и двигать стрелками. Когда вы двигаете стрелками просто 1, 2, да, он двигает на 1 пиксель. Когда вы зажимаете Shift и двигаете стрелку, он ровно на 10 пикселей двигает. Так, вот так вот поставим. Теперь еще выберем текст и давайте еще наверх поднимем. Все, у нас так нарисовывается композиция. Давайте внизу что-нибудь еще добавим. Так, что у нас тут есть? Можем, в принципе, добавить на первый экран соцсети. Почему бы нет, да? Либо, чтобы поддержать, так скажем, композицию, давайте добавим стрелку вниз. Можем выбрать треугольник и нарисовать треугольник. Смотрите, как еще можно нарисовать треугольник. Когда вы нажимаете на треугольник, когда вы просто без ничего, без клавиш его рисуете, он у вас рисуется непропорционально, да? Такие треугольники тоже нужны, но если вы хотите, чтобы треугольник у вас нарисовался именно ровный, да, по углам, по границам, тогда вы нажимаете на треугольник и зажимаете Shift. Зажав Shift, когда вы рисуете, он рисует вам ровно пропорционально. Так, нарисовали. Давайте уберем границы его. И покрасим белый цвет. Теперь его перевернем, чтобы кончик смотрел вниз. Это можно сделать таким образом. Почему я нажимаю самую первую иконку? Потому что если я вот тут, я не могу его двигать. Вот первая иконка – это инструмент перемещения. Тем самым мы можем работать именно с объектами, перемещая их. Теперь, как можно его отразить по вертикали, да? Нажимаете изображение,
и вращение изображения отразить по вертикали. Так. Мы все изображение сделали. Сейчас, секунду. Чтобы вращать именно треугольник, вы выбираете треугольник и сочетание клавиш, пишите все в блокнот. Ctrl-T, английское T, или Command-D, если у вас Mac. И тогда мы его, это сказать, так сказать, режим редактирования именно этого треугольника. Теперь отсюда вы можете нажать правой кнопкой мыши и отразить по горизонтали. Тогда он у вас перевернется, то есть по вертикали. Вот, перевернулось. Так, и мы видим, что он немного большой получился. Давайте также Ctrl-T и чуть-чуть вот так сделаем. И чтобы он был ровно по центру. Для этого вам... Так, по центру там у нас вот тут. Красные линии вам помогают. Значит, кнопка у нас не по центру стоит. Чтобы выровнять, да, относительно друг друга, выбираете кнопку и выбираете, например, вот на картинку, Ctrl, и выбрали картинку, и нажимаете вот на эту «Выровнять по горизонтали». И у вас кнопка ровно посередине стала. Вы также можете, вот хочу я выровнять, допустим, относительно друг друга, кнопку, текст и стрелку. Вот смотрите, выбираете кнопку, Ctrl, выбираете текст, Ctrl, зажимаете и выбираете картинку. И между этими тремя объектами также можете выровнять. И оно и так стоит по центру, и оно еще раз выровнялось. Все, смотрите, у нас композиция нарисовалась, то есть у нас есть поддерживающие элементы, которые дополняют композицию, есть логотип, пункты меню, текст, кнопка. Так, давайте сейчас будем ко второй композиции переходить. Если вопросы по первому, пишите в чат. Может быть, что-то непонятно было. Если нет вопросов, продолжим. Напишите, тогда продолжим. А то мне непонятно, вообще меня слышно или нет. Окей, давайте продолжим тогда. Супер. Также можем создать, давайте, да, другой создадим. Давайте теперь фильм сделаем, да, для тех ребят, которые фильмы делают, вторую композицию. Потом те, кто в фотошопе делает, мы потом вернемся в фигму, да, я потом объясню, либо вы вернетесь к этому видео. В общем, ну, с фигмой проблем не будет. Так. Итак, у нас есть в фигме также первый экран. И давайте... Так, давайте создадим что-нибудь такое. В фотошопе у нас был, да, композиция, которая сзади картинка. Сейчас давайте вторую композицию сделаем, чтобы оно было из однотонного фона, да. Для этого мы покрасим наш первый экран какой-нибудь такой яркий цвет. Смотрите, мы нарисовали, да, прямоугольник. Помните, да, как мы нарисовали? Сейчас удалю
Вот мы нажимаем просто прямоугольник, либо горячей клавишей можете английскую R нажать, и оно выйдет. Рисуете прямоугольник, и тут задаете высоту 800. Здесь fill, да, мы красим именно этот объект. Давайте какой-нибудь такой. Мгм. Значит, в фильме, получается, рабочая область, она справа, а слои, которые мы видели, да, она слева. То есть вот он арборд первый, вот этот вот можем удалить. Вот он. Мы можем его сразу переименовать. Арборд какой-нибудь нам первый экран напишем. И внутри этого арборда у нас есть уже первый прямоугольник. Дальше что мы делаем? Давайте также напишем текст. Выбираем, значит, отсюда, да, текст, либо английское Т, да, сразу привыкайте к горячим клавишам. Напишите в блокнот, что вызвать текст – это клавиша английское Т. И напишем текст какой-нибудь. Давайте уже другой, да, возьмем. Пускай это будет уже студия программистов. Разрабатываем программное обеспечение. Чтобы настраивать уже текст в фигме, мы выбираем текст, и вот тут есть уже раздел текст. А здесь мы выбираем, какой нам нужен шрифт. Давайте робота, да, возьмем. Он подойдет, я думаю. И так, и так, поменяем размер. Значит, мы выбрали шрифт, меняем размер отсюда. Давайте 120 это большевато, да? Попробуем также 72 взять. И смотрите, межстрочное расстояние большое. Это вот отсюда меняется. Интерлиния, да, мы с вами проходили, line height. Мы можем его удалить, нажать Enter, и он автоматически может нам выдать. Давайте возьмем белый цвет. И еще начертание, да, где regular это начертание. Мы выберем bold, либо medium. Вот, medium нормально. И выровняем касательно колонки, да, вот так. Давайте сделаем логотип какой-нибудь. Предложите логотип в чате. Как можно назвать? Просто шрифтом сейчас напишем, текстом. Как можем назвать студию программистов? Радуга. Еще какие варианты? Радуга, я думаю, для программистов таких серьезных, может быть, не подойдет. Давайте что-нибудь серьезное. Радуга отлично подошел бы для каких-нибудь ивентов, да, студия организации именно встреч разных. Сириус, хай-тек. Давайте хай-тек. Не будем долго думать, да? Хай-тек. Здесь я правильно писал. Так, теперь мы можем также для логотипа, можем также выбирать робота, либо мы можем выбирать другой шрифт. Возможно, мы возьмем Монсеррат.
там он писался? Может быть, его нет у меня? Монсеррат. Монсеррат возьмем. Отличный шрифт. И сделаем medium. Давайте сделаем заглавными буквами. Смотрите, чтобы в фильме это менять, да, мы вызывали там иконку в фотошопе. Так, нажимаем троеточие. Тут у нас дополнительные как там его, настройки. И вот тут меняем буквы, чтобы он был все прописными буквами, либо он чтобы был все заглавными буквами. Давайте выберем заглавными буквами, да, покрасим также в белый цвет. Давайте уменьшим ему размер. Можно еще 24. И сделаем bold или semi-bold. Semi-bold это такой средняя жирность. И видим, да, что буквы прилипли. Для этого мы вот трекинг, да, letter spacing увеличиваем. Смотрите, вы можете вручную увеличивать, либо в фильме есть такая штука, когда вы вот синий прямоугольник видите, если вы коснетесь края этого синего прямоугольника, у вас будет такая иконка, с которой вы можете вот так вот увеличивать. Давайте чуть-чуть сделаем его посвободнее, да? Так. Теперь смотрите, как можно разукрасить логотип. Давайте пока уберем. Чтобы убрать сетку, чтобы нам лучше, да, смотрелось, вы нажимаете на Ctrl-G. Я просто не знаю, как в Windows это. По-моему, Ctrl. Попробуйте убрать Ctrl-G. Если не получится, то выбираете Artboard, и вот тут просто глазик вы нажимаете, он скрывает сетку. И смотрите, чтобы разукрасить именно логотип, мы можем рядышком, допустим, давайте эллипс, да? Вы можете выбрать через О, либо отсюда эллипс выбираете. Также зажимаете Shift, чтобы он ровно рисовал. Если не зажмете, он нарисует там вот такой вот. Если вам ровный круг, чтобы он нарисовал, вы, когда выбираете эллипс, зажимаете Shift и рисуете эллипс. Давайте такой эллипс нарисуем, сделаем его черным. И разместим вот сюда вот. Это сделаем. В слоях можете, да, двигать элементами, чтобы он был сверху. Чуть-чуть побольше сделаем. И он уже немного такой интересный, да, стал. Теперь, так же, как в фотошопе, вы можете между объектами его выравнивать. Смотрите, мы выбираем букву, также, да, зажали Shift, выбрали круг. И эти иконки, они находятся вот тут вот. И, например, если вы выбираете, чтобы он ровно по горизонтали сделал, он сделает вот так. Ctrl-Z нам это не надо. Я хочу, чтобы он касательно между, ну, вот, допустим, да, буква у нас вот так стоит. Я хочу, чтобы он выровнял ровно по вертикали, вот, по горизонтали. Теперь у нас выбраны два объекта. Нажимаем Ctrl-G. Мы помним, да, это группирует. И назовем это логотип. И разместим его, возвращаем нашу сетку. Возвращаем нашу сетку и поставим его на место, где у нас стоит логотип. Теперь, почему я выбрала эту композицию, да?
мы сделали вот в фотошопе ровно по центру. Теперь мы делаем по левому краю, чтобы он был, а справа нам, соответственно, не хватает картинки. Картинки вы также можете, вот, например, вот в таком плане, когда у вас картинка, да, какая-то, вы можете выбрать те картинки, которые удачно совпадают именно справа объект, бывает картинки, да, а слева какая-то пустота. Для таких случаев вы можете слева написать текст, а справа, чтобы картинка была. Например, если у вас экран состоит из однотонного фона, давайте выберем какую-нибудь картинку. Помните, я вам кидала каналы дизайнера, да? И здесь вы можете поискать разные иллюстрации, например. Так, это у меня иллюстрация была. Угу. Так, это не пойдет. То есть, если у вас такие каналы, в Телеграме очень отлично работает поиск. Если вам нужно какой-то шрифт искать, какую-нибудь картинку, да, вы можете в поиске написать, и он найдет по каналам именно. Давайте вот, например, конструктор иллюстрации, который содержит 24 уникальных персонажа. Открыть на... Сейчас выберем какую-нибудь иллюстрацию. Так, это, наверное, платная штука. Попробуем этот. Ой. Так, давайте другую искать. Бесплатные иллюстрации. Наконец-то. Сейчас какой-нибудь возьмем. Угу. Так, ладно. Забудьте про иллюстрацию.
Обычно иногда выходит, иногда не выходит. У меня, знаете, есть сохраненные иллюстрации. Давайте их возьмем. Либо, либо можно, знаете как, можем брать, допустим, какие-нибудь формы, да. Не обязательно у вас должно быть на экране какие-нибудь сложные картинки, да, которые что-то значат. Иногда в дизайне можно сделать все просто, это выглядит и легко, и так непринужденно и проще, да, и будет еще лучше. Возьмем какой-нибудь вот такие вот формы. И поставим на наш макет. Сделаем кнопку, да. Также выбираем на прямоугольник. Давайте он будет на 3 колонок. И пока скроем сетку и сделаем ему какой-нибудь цвет. Чтобы у нас была преемственность цветов, давайте сделаем его вот таким, либо ярким, оранжевым, да. Вот. И напишем к нему текст. Что мы можем? Давайте его же, да, сотрудничать. Мгм. Теперь поменяем ему настройки. Закрасим сначала на белый цвет и сделаем поменьше. 24 давайте будет. Также давайте он будет заглавленный буквами. И чтобы трекинг был положительный. Давайте 5, да? 5%. Поставим его вот сюда. Видим, что он немного большой. Сделаем ему 20. Мгм. И видим, что он немного тоненький. Сделаем не medium, а bold. Также вы можете выбрать объекты, да, и настраивать выравнивание. Он вот тут стоит, допустим. Выровняли по вертикали, выровняли по горизонтали. Нажимаем на Ctrl-G, группируем и нажимаем, чтобы она была кнопкой. Все. Теперь у нас есть кнопка. Нам не хватает вот туда справа чего-нибудь. Давайте быстренько напишем с кнопкой же вот с этим. Для меню мы видим, что оно немного жирное, потому что для кнопки нам нужно, чтобы мы могли читать. Для менюшки давайте возьмем medium и чуть-чуть поменьше сделаем на 18. Даже можно 16. В чек-листе, кстати, есть размеры, какие лучше брать, которые я вам кидала. Компании, работы пускай будут. Так, еще что можно? У компании работы
Так, ты. Такая у нас 3 будет, и еще разместим. Теперь смотрите, как можно в фигме выравнивать между, чтобы расстояние было одинаково. Вы можете вот здесь выбрать side up, оно именно между словами будет одинаково. И вот тут вот, в отличие от фотошопа, в фигме можно менять, какое расстояние будет. То есть оно будет вот таким, либо маленьким. Давайте будет 64. Лет 56 будет. Также у нас красной линии, да, помогает, что он не ровно по логотипу стоит. Я сейчас сделала вот так специально, чтобы вот тут давайте напишем какой-нибудь номер. Возвращаем сетку. Ой. И еще как можно сделать в фигме? Смотрите, чтобы номер оказался на месте контакта, вы выбираете все элементы и так. Видимо, с шрифтами нельзя такое делать. Ладно, давайте вот так поменяем. Также выбираете все элементы и выравниваете касательно друг друга 56 и перетаскиваете, чтобы он не уходил за края сетки. Так, смотрите, у нас композиция есть. Видите? Есть картинка, которую можно вниз, да, сделать немного. Давайте уберем сетку. И смотрите, у нас есть картинка, текст, кнопка, логотипы и пунктное меню. Вот таким образом мы можем создавать композиции. Можно было еще разные виды, да, просмотреть, но как вы создаете? Тот же Landbook заходите и смотрите разные варианты. Видите, я говорила вам про то, как можно картинкой, да, у вас не обязательно, чтобы текст был слева, не обязательно, чтобы у вас был однотонный фон. Вы можете найти удачную картинку, где у вас картинка, то есть объекты справа, а слева у вас есть место для текста. Вот в таких картинках вы можете размещать таким образом именно композицию. Слева текст, справа картинка. И вот на этом сайте смотрите, вот, допустим, вот тут, например, интересное, да, обыграли. Так, вот тут вообще написали крупным, прям на первый экран текст. Вот, допустим, интересный, кстати, прием. Сделали прямоугольную картинку, шапку разделили на белую полосу, и написали текст, то есть заголовок, к нему основной текст и 2 кнопки. Смотрится чистенько, да? Вот в лендбуке, на сайте Landbook смотрите такие варианты и присылайте в DZ Design ваши первые экраны. То есть не обязательно, чтобы вы сразу делали макет. Потихоньку, вот тоже, кстати, интересный вариант. Потихоньку будем делать. Для тех, кто уже делал длинный макет, я вам советую, вот по примеру моих примеров, то есть приемов, да, начинать, если у вас есть какие-то проблемы там, да, начинать изменять ваш макет с первого экрана. И мы потом придем к тому, что мы соберем макет. Так, давайте немного поболтаем. Запись будет, да.
Я спрошу у ребят, куда они выложили вчерашнюю запись, можно будет посмотреть. Ребят, есть вопросы, остались? Я хотела вам что-то сказать, но забыла. В общем, смотрите примеры, рисуйте. Когда еще будет практика? Так, практику не знаю, когда будет. Насчет воскресенья тоже нужно подумать. Мы пройдем новую тему, либо практику. Некоторые просили практику. Но я сегодня уже прошла практику, да. Может, я сделаю опросник в дизайне и поймем. На этой неделе, наверное, не смогу сделать практику. У меня накопилось там по работе, еще надо сделать. Как ты собираешь все работы в одном фигму? Ты же наши работы в одном месте же собирала. Все верно, я просто собираю в фигме. Так, где у меня? Вот, да, за участников. То есть я как делала? Я, значит, я демонстрацию отключила, да? Собирать легко. Я как делаю? Ваши работы я смотрю вот в DZ Design. Отправляйте, кстати, сюда первые экраны тоже. И вот, например, Медина отправила свою работу свою. Я его открываю в браузере. Я могу здесь посмотреть. И я его скачиваю на свой компьютер. Потом просто фигму перетаскиваю. Вот таким образом. Так. Какой-то был вопрос. У меня в первом экране после отправочного картинка отрезалась сама по себе, то есть картинка уменьшилась по ширине. Ну, возможно, вы создали обтравочную маску, и оно уменьшилось по тому размеру, который у вас было до этого. То есть вы, наверное, нарисовали прямоугольник, и поэтому оно уменьшилось. Записи я спрошу у ребят и вам скину в раздел дизайн, либо записи мы скинем. Все, тогда отлично, ребята. Всем хорошего дня. Я пойду дальше работать. На самом деле, да, у нас 2 работы сегодня были, да, 2 макета, но можно было еще разные варианты придумывать. Вот на сайте, да, лендбук я вам показала, смотрите, там разные варианты, и вы можете на свое усмотрение. Вот, например, сегодня мы иллюстрацию не нашли, вы можете поискать иллюстрацию, да. Почему-то я не додумалась в Дрибле поискать. В Дрибле же очень много иллюстраций. Вот. Все, сейчас мне нужно остановить запись, наверное, чтобы понять, как это делать. Для тех ребят, которые будут смотреть запись, те, кто, вы можете по этому записи делать, да, в фотошопе начать, в фигме начать. И те, кто не смотрел наши уроки, мы прошли уже 4 урока, посмотрите их, там много информации про шрифты, где скачивать, про композицию, да, то есть посмотрите эти материалы, они очень полезные. Я еще кидала в Notion полезные материалы, оттуда скачивайте. Спасибо, ребята. Я рада, что вам понравилось. Вам тоже отличного дня, хорошего настроения. Все, сейчас я остановлю запись.
Пауза.